Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. В рамках программы совместной боевой подготовки личный состав российской военной базы Южного военного округа и военнослужащие Министерства обороны Абхазии провели первый в новом учебном году плановые комплексные тактические учения, сообщает пресс-служба ЮВО. На совместных командных пунктах офицеры двух стран в общем взаимодействии осуществляли оперативное решение учебно-боевых задач и грамотное применение своих подразделений. Кроме того, российские военнослужащие провели для абхазских коллег показные занятия по всем военным дисциплинам. В частности, в ходе медицинской подготовки демонстрировались эвакуация условного раненого и подбитого бронетранспортера и оказание ему первичной доврачебной помощи. Всего в учебных мероприятиях приняли участие более 1000 военнослужащих Абхазии и России. Россия не допустит агрессии против Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» в связи с наращиванием военно-политического сотрудничества Грузии и НАТО в Закавказье. Убежден, что они никуда не сунутся со своими батальонами. Они понимают, что у нас есть союзнические отношения с Абхазией и с Южной Осетией. Мы не позволим нападать агрессорам на наших союзников, отметил Сергей Лавров. О работе Госкомитета по экологии и охране природы республики шла речь сегодня на пресс-конференции в Арс-Мира. Председателя Госкомитета Савелия Читанава, главный эколог страны, также рассказал об основных угрозах окружающей среде в Абхазии и ответил на вопросы журналистов. Комментируя ситуацию с мусорной свалкой, расположенной в районе маяка в Сухуме, Савелий Читанава отметил, что говорить о строительстве мусороперерабатывающего завода на месте свалки пока не приходится, так как проект дорогостоящий, а спонсоров, желающих потратить на это собственные средства, еще не нашлось. Свалка вызывает неудобства для жителей района. В связи с этим руководство страны поручило найти полигон для ее переноса в другое место. Скорее всего, полигон для свалки создадут в Гулрыбском районе. А пока будут предприняты необходимые меры для минимизации вреда мусорной свалки в районе маяка столицы. Обговорено, что будут произведены следующие виды работ по организации самой свалки в городе Сухум. Таким образом, чтобы вырыть достаточно большой котлован, куда бы сбрасывались мусорные отходы, чтобы рядом с населенными пунктами перестать сброс этого мусора. Для этих мероприятий найдены финансирование. Продолжая тему утилизации мусора, Читанава сообщил, что ранее Госкомитет предлагал различные инициативы по сортировке мусора, в частности в детских садах. Но инициатива так и осталась на уровне обсуждения. Экологическое воспитание, экологическое образование необходимо начинать с детских учреждений. Но для этого необходимо разработать целый комплекс мероприятий с привлечением Министерства образования, экологического ведомства. Тут несколько ведомств должны объединиться и разработать программу. На вопрос журналистов о том, как должна быть использована земля на месте деревьев, которые рубят в плановом порядке, Савелий Читанава пояснил, что в стране нет питомника, который необходим для посадки новых деревьев. Необходимо наличие посадочного материала, с которым у нас обстоит дела очень неважно. К сожалению, до сегодняшнего дня в республике нет ни одного питомника, где бы выращивались различные декоративные растения. Что будет делаться на месте срубленных пальм? Очевидно, ответ такой, что надо досадить пальмы. Но где их взять? Закупать виталий. Это такое дорогое удовольствие, а не лучше ли на месте создать питомник? Читанава также рассказал о том, что в стране был создан штаб и проведены мероприятия по борьбе с самшитовой огневкой. Обрабатывая насаждение пестицидом димелин, который безвреден для полезной этномофауны, удалось сократить популяцию, отметил эколог. Проводятся также соответствующие мероприятия по борьбе с мраморным клопом и другими вредными насекомыми. В эти дни в столице на базе культурной площадки «Склад» проходит второй этап Сухумского урбанистического форума «Среда обитания». Тема нынешнего форума – перезагрузка постсоветского города. Проект реализован при поддержке программы развития ООН и Европейского Союза. Алика Трапша расскажет о целях форума.
Сухумский урбанистический форум проходит с октября 2018 по март 2019 и включает 4 блока: тактический урбанизм, перезагрузка постсоветского города, экология современного города и безопасность на дорогах. В форуме могут принять участие все желающие. Главная тема второго этапа форума – перезагрузка постсоветского города, где будут рассмотрены вопросы городского активизма в совершенно разных областях. Кроме того, на форуме будут рассматриваться различные связи между уже сложившимися и возникающими городскими объединениями активистов и об их взаимной усиливающей функции. Эксперт второго этапа Сухумского урбанистического форума «Среда обитания», основатель сети центров урбанистики в России Святослав Мурунов. Я наблюдаю за Абхазией порядка уже 20 лет, и мне кажется, что это место такого какого-то парадокса. То есть при всем потенциале ничего не происходит. И мне, как профессиональному исследователю и человеку, кто занимается развитием городов, у меня есть гипотеза, почему это не происходит, и я, в принципе, приехал эту гипотезу проверить, в том числе с вами, ее обсудить и так далее. Проект «Среда обитания» нацелен на создание образовательной и дискуссионной площадки для активистов, простых горожан и представителей власти. Полученные в рамках форума знания, несомненно, помогут ее участникам при организации каких-либо идей и проектов, уверены организаторы Сухумского урбанистического форума. У людей есть всегда иллюзия того, что человек приедет на 5 дней и все моментально преобразится. Этого не произойдет. То есть в рамках данного мероприятия люди получат знания о том, как менять город. Дальше это уже их дело, будут они это применять на практике или нет. То есть можно говорить о том, что, например, склад это является организацией, которая городским сообществом, которое применяет это на практике. Второй этап Сухумского урбанистического форума «Среда обитания» будет проходить 5 дней, и в его рамках состоятся открытые лекции и кинопоказы. Алика Трапш, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. 23 декабря в Большом зале Московской консерватории имени Петра Чайковского состоится концерт в гостях у Моцарта с участием симфонического оркестра оперного театра при Московской консерватории. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии, в качестве приглашенных музыкантов в одном из престижных концертных залов выступят молодые абхазские музыканты. Учащаяся Сухумской детской музыкальной школы номер 2, лауреат международных конкурсов Эмилия Терзян-Хагба, класс заслуженной артистки Республики Абхазии Ольги Хагба, и студент Сухумского государственного музыкального училища имени Алексея Чичпа, лауреат республиканских конкурсов Барас Куджба, класс заслуженной артистки Республики Абхазия Нинель Бжания. В их исполнении прозвучит концерт в переложении для скрипки и фортепиано с оркестром Моцарта. Дирижировать музыкантом будет главный дирижер Государственного камерного оркестра Республики, заслуженный артист Абхазии Давид Терзян. В Сухумском лицее-интернате имени Кондрата Дзидзария состоялся традиционный футбольный матч между футболистами сборной Абхазии команды инвалидов-ампутантов. Члены команды – люди с непростыми судьбами, но нашедшие в себе силы жить дальше и, более того, стать примером мужественности для подрастающего поколения. Саид Жарсаля продолжит тему. Игра была приурочена к Международному дню инвалидов. Поддержку в проведении товарищеского матча оказала миссия Международного комитета Красного Креста в Абхазии. Сегодняшнее мероприятие – это наш ежегодный футбольный матч с Ассоциацией футболистов-ампутантов Абхазии. Мы его проводим традиционно раз в год. Это для того, чтобы поддерживать эту ассоциацию, с которой мы общаемся. Они огромные молодцы, проявляют такой энергии. Мы не случайно подбирали дом интернатов, поскольку детей тоже им очень интересно на это все смотреть. Это необычное мероприятие. Но увидеть вот такой энтузиазм, такое желание продолжать и спортом заниматься, и жить по-нормальному, это реально для них не только урок, но что-то, которое стоит посмотреть. В этом году исполнилось 15 лет со дня создания сборной Абхазии по футболу среди инвалидов-ампутантов. За это время игроки не раз принимали участие в международных турнирах, проводимых как в различных регионах России, так и на родине. Сборная команда состоит из 11 игроков. Среди них есть инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, а также потерявшие конечности при других трагических обстоятельствах. Цель подобного мероприятия – дальнейшее интегрирование людей с ограниченными возможностями во все сферы жизни общества, а также привлечь внимание людей к этой проблеме.
У нас есть энтузиазм, играем, занимаемся. Мы хотим в будущем молодежь, чтобы видела, что такое эта война была, чтобы это не забывалось. Пока ребята есть, как говорится, игроки, которые немножко уже сами, даже видите, у них возраст даже не маленький, но держатся, играют. Единственная команда в Абхазии, которая занимается таким видом спорта. Дай Бог, чтобы не болели, не падали, и чтобы долго могли держаться, и чтобы вы гордились ими. Зрители, а это учащиеся Сухумского лицея-интерната, стали свидетелями захватывающего футбольного матча. Для них не только игра спортсменов, но даже просто выход людей с ограниченными возможностями на поле – это пример мужественности и стойкости, пример того, как нельзя отчаиваться ни при каких обстоятельствах и продолжать жить активной жизнью. По окончании матча от лица миссии Международного комитета Красного Креста в Абхазии игрокам были вручены денежные призы. Саид Джарсали, Алексей Гухава, Инала Гухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 11-16 градусов. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.